Как две капли воды, глаза, губы, нос и даже что-то в мимике почти не отличишь от фотографии, а порой кажется, что на тебя смотрит живой человек. Над бюстом Идриса Базоркина Ибрагим Полонкоев трудится уже вторую неделю, стараясь передать не только черты, но и характер народного писателя. Буквально по крупицам он воссоздает из глины даже мельчайшие детали, которые ускользают от взора обывателей. Это далеко не первая работа выпускника Санкт-Петербургской академии имени Радченкова, сына заслуженного художника России Мурада Полонкоева. Однако волнений и ответственности ничуть не меньше, ведь этот бюст будет украшать музей кириллицы в Болгарии. Со мной связался бизнесмен, армянский бизнесмен Карен Алексанян. Он проживает в Болгарии. Он построил за свой счет там музей кириллицы называется, в городе Плиска. Во дворе музея на аллее писателей у него установлены стенды. На них должны быть все писатели, кто писал, творил на кириллице. Мы поговорили с Министерством культуры, они выбрали писателя, которого можно сделать бюст, в данном случае Идриса Базоркина. И вот так вот я начал работу. Карен Алексанян – автор и создатель первого в мире музея кириллической азбуки «Двор кириллицы» в болгарском городе Плиска. Цель проекта – объединить народы мира, которые используют кириллицу. В центре музейного двора уже расположен памятник болгарскому царю Борису, при котором была крещена Болгария. Его взгляд устремлен на скульптуру братьев-просветителей Кирилла и Мефодия. Во дворе стоят вырезанные из туфа буквы кириллицы, а с недавнего времени Карену Алексаняну пришла идея увековечить всех писателей и поэтов, пишущих на кириллице. В прошлом году в нашем комплексе открылась и аллея писателей. Там будут установлены более 80 бюстов писателей и представителей разных национальностей, чьи творения на родном языке созданы на кириллице. Каждого классика будет ваять скульптор одной с ним национальности. Таким образом будет показана не только литературная, но и скульптурная школа каждого народа. Изготовление бюстов финансируется нами. Под каждым постаментом будет положена гор земли с родины писателя. Сейчас над бюстами поэтов и писателей трудятся лучшие скульпторы мира, в том числе Сергей Мельников, реставратор Эрмитажа. А вот пригласить для сотрудничества Ибрагима Полонкоева Карену Алексаняну посоветовали знакомые из Академии Радченкова. Передать все грани человека, которого никогда не видел, само по себе вызов для любого мастера, и тем интереснее творить, признается Ибрагим. Художник активно сотрудничает с родственниками писателя. Они приносят фотографии Идриса Муртузовича разных возрастов. Сложнее, когда ты по фотографии работаешь, если ты его не видел, намного легче с натурой работать. То есть ты можешь подойти, посмотреть, измерить там где-то какие-то пропорции. Тут это, конечно, сложнее, потому что надо характер уловить человека, какие-то пропорции его, вот это все. Работа с глиной сейчас находится на завершающей стадии. Следующий шаг – снятие гипсовой формы и отлив. В скором времени будут полностью сформированы черты. Кстати, бюст решено было сделать бронзовым. Завершить работу скульптор надеется через 4 месяца. В этой мастерской бюст Идриса Базоркина станет очередным по масштабности проектом художника. Амина Бокова, Рамзан Миржоев, Новости 24.